Раундовый бой в наилегчайшем весе. Синий угол ринга. Добро пожаловать, боец из города Алматы, Казахстан. Встречайте, Асул Алмабаев! Ну и, в общем-то, такие очень странные вещи, которые происходят с файткардом этого турнира, продолжаются. Асул Алмабаев, который должен был драться с Магомедом Эмином Хашгириевым в предыдущем поединке, выходит сейчас. Еще раз остановимся на том, что Асул Алмабаев на своей странице в одной из социальных сетей выложил информацию о том, что его соперник Магомед Эмин Хашгириев не сделал вес к этому поединку и был заменен на другого бойца. Но, как выясняется, это не соответствует действительности, или мы что-то неправильно поняли. В любом случае, вот он, Асул Алмабаев, выходит сейчас к рингу. Ну и что касается послужного списка Асула Алмабаева, то в свои годы, а ему 22, он провел 5 поединков. Из них в 4 одержал победы и лишь в одном уступил. Он достаточно молодой боец и совсем недавно стал выступать по смешанным единоборствам. Выигрывал Гран-при Селекшн Алаш Прайд, часть 10. Ну и руководство клуба Алаш Прайд решили позволить ему провести поединок на турнире Техкэп Южный фронт 3. Вот теперь интрига. Кто же станет соперником Асула Алмабаева? Приветствуйте, Олег Эрик! Олег Эрик, соперник Асула Алмабаева. Боец из Новороссийска. Да, это единственное, что мы о нем знаем. Замена была в самый последний момент. Никакой информации об этом парне нет. Ну, вернее, скорее всего, она есть, но, во всяком случае, такие порталы, как Шердок и, в общем-то, другие статистические сайты, на которых можно найти информацию по бойцам смешанного стиля, относительно Олега Эрика хранят просто настоящую тайну. Ну что ж, я в таком случае будем надеяться, возлагать определенные, скажем так, простите за тавтологию, надежды на то, что покажет нам ринг. Очень часто любят бойцы, особенно российские, в преддверии поединка говорить, что ринг покажет. Вот посмотрим, что покажет ринг и что за боец такой Олег Эрик. Чемпион Казахстана по джиу-джитсу. Победитель международного гран-при «Восьмерка» Алаш Прайд Селекшн 10. Профессиональный рекорд. 4 победы, 1 поражение. Из города Алматы, Казахстан. Приветствуйте, Асул Зульфикар Алмабаев! А в красном углу ринга его соперник. Рост 165 сантиметров, вес 57 килограммов ровно, возраст 24 года. Чемпион Краснодарского края по рукопашному бою. 1 победа. Из города Новороссийск, Россия. Приветствуйте, Олег Эрик! Рефери в ринге Ашот Шиген. Внимательно слушаем всех команд. После команды стоп не работает. Канаты не держим. Экипировку не хватает. Заходов слышишь не бьем. Локтями не бьем. Коленями в голову только в стойку. Все действия по правилам. Пожалуйста. Удачи обоим. По углам. Итак, Асул Алмабаев против Олега Эрика. Столкновение двух молодых бойцов. Но Олег Эрик, как сейчас принято говорить, принял вызов на коротком уведомлении. Наилегчайшая весовая категория. До 57 килограммов. И поединок начинается. Ну и заметно уступает в опыте Олег Эрик своему казахстанскому сопернику. Алаш Прайд — сильнейшая казахстанская организация. Проводят они достаточно серьезные турниры. Иногда и наши опытные бойцы туда ездят
Насколько я помню, Расул Мирзаев Да, так выступал на турнире Алаш Прайд. Ну и представители Алаш Прайд нередко приезжают в Россию, и один из завсегдатаев, это Ермек Флауов, с переменным успехом выступал в российских промоушенах, тем не менее запомнился российским зрителям не меньше, чем казахстанским. Да, проходит в ноги сейчас Олег Эрик. Асол Мабаев сразу же захлопнул гард и прижимает к себе соперника. Эрик пытается отрабатывать при помощи ударной техники. Наносит такие тычки по корпусу. Ну а сам Асол Мабаев пытается улучшить свою позицию. Хорошо контролирует он соперника. Олег Эрик очень плотно действует в таком стиле вольника. Не помышляет он даже об улучшении позиции для того, чтобы выйти на болевой или удушающий прием. И просто наносит периодические удары для того, чтобы не дать повода рефери, для того, чтобы поднять соперника в стойку. Да, действительно, в такой откровенно борцовской манере действует Олег Эрик, что порой ловишь себя на впечатление, что наблюдаешь за действиями борцов греко-римского стиля. Ну вот в такой манере Мурада Мачаева сейчас Олег Эрик действует. Ну, я тоже об этом подумал. Рычаг локтя Ой-ой-ой. выходит Асол Мабаев. Вот это... И, ну, просто Поворот. какую-то, да, кошачью, невероятную гибкость сейчас Олег Эрик продемонстрировал. Вот если сравнивали мы самого Эрика в предыдущем эпизоде с Мурадом Мачаевым, то здесь можно сравнить его с Рашидом Магомедовым. Ну а тем временем пытался гильотинировать Асу Алмабаев Олега Эрика. Ну а Олег Эрик продолжает демонстрировать свою кошачесть и выкручивается пока что из любых положений, в которые его ставит в свою очередь Асу Алмабаев. Олег Эрик явно совершенно лучше в плане грэпплинга. Определенная вольная база, причем, судя по всему, достаточно серьезная у Олега Эрика. Но Мабаев в очередной раз оказывается в доминирующей позиции. На сей раз очень серьезные проблемы могут возникнуть у Олега Эрика. Да, Фуллбаунт. забрался в фуллбаунд. Асу Алмабаев. Не давая ему работать, рекомендуют сейчас Олегу Эрику, но очень проблематично выполнить эту рекомендацию. Такой очень высокий маунт, практически на груди у соперника сидит Алмабаев. Вынужден Олег Эрик отдавать спину под градом ударов соперника. Но обратите внимание, несмотря на то, что существенно, как я уже уступает Олег Эрик в опыте Асу Алмабаеву, действует он достаточно грамотно в любых позициях. То есть те, как говорится, боевые ребусы, которые ставит перед ним Асу Алмабаев, не становятся для него настолько неразрешимыми, для Олега Эрика. Но сейчас позиция просто хуже некуда. Соперник за спиной наносит удары то по корпусу, затем с переводом в голову. Достаточно пассивно обороняется Олег Эрик. Пропускает очень много. И сейчас вот эти удары достаточно размашистые и тяжелые. Асу Алмабаев наносит сопернику. Так, просто для того, чтобы сейчас подготовить пытается почву для забрать шею удушающего приема. выход на И гильотину. готов уже сдаться Олег Эрик. А готов ли? Да, готов. Все кончено. сдался. Причем, ну, сложно было здесь сказать. Был готов, как только почувствовал вот эту руку, продетую под своим подбородком Олег Эрик. Он понял, что все кончено, и буквально через несколько секунд была сдача. Хорошая рабочая победа для Асу Алмабаева. Но и отдадим должное, конечно же, Олегу Эрику, который... За терпение и мужество. Да, за терпение и мужество, и который согласился выйти, я так понимаю, буквально за несколько часов вообще до начала поединка на этот бой. Но в итоге, действительно, проявил он себя с лучшей стороны. Да, проиграл, но, в общем-то, сделал все, что мог, однозначно. Ну, а Асу Алмабаев взял свое на память. Смотрим наиболее типичные и наиболее яркие моменты этого поединка. И вот он как раз, ключевой эпизод, забирает шею Асу Алмабаев, но после более чем 2 десятков пропущенных ударов уже здесь не имел возможности, не имел сил для сопротивления Олег Эрик. И
досрочно заканчивается очередной поединок на Techcraft Fighting Championship Южный фронт 3. Очень долгие паузы между фактическим окончанием поединка и формальным объявлением победителя на этом турнире. Ну что же, слушаем. Уважаемые дамы и господа, Мы прекрасно в этом знаем, бою что мы на сейчас 4 услышим. минуте 4 секунде первого раунда. Удушающим приемом победу одержал боец в синем углу ринга Асу Алмабаев. Ну что же, поздравляем тренеров из Алаш Прайд, поздравляем Асу Алмабаева. Отличный, уверенный в себе боец, 22 года всего лишь этому парню, и что-то подсказывает мне, что еще не раз и не два мы увидим его на турнирах различных российских организаций.